Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск сегодня». На календаре 16 сентября, вторник. За режиссерским пультом Мария Новгородова, Николай Слепцов, у микрофона редактор Эдуард Рудых. Сегодняшняя тема нашей передачи — безопасность на водных объектах. В студии Виталий Осипов, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения Центра государственной инспекции маломерных судов Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Добрый вечер, Виталий Александрович. Добрый вечер. Летний сезон закончился. И расскажите, пожалуйста, на какие основные задачи переключилось ваше ведомство? Ну, сейчас на территории Республики Саха-Якутия проводится месячник по безопасности людей на водных объектах. Также у нас сейчас проводится акция, межведомственная акция «Вода — безопасная территория». Эта акция проходит каждая последняя неделя месяца. Наши инспектора патрулируют, проводят рейды. Вот на данный момент они выписывают постановление, протокол о административном правонарушении, если есть нарушение со стороны судоводителей. Да? Также в летний период проводим совместные с ГОЧИ, с административной комиссией города Якутска, да, с сотрудниками ПДН на выявление несанкционированных мест для купания. Это вот что в летний период было, да. И группу риска у нас в первую очередь входят это дети, школьники, чтобы дети у нас всегда были под присмотром взрослых на водных объектах, да. Если дети находятся без присмотра взрослых, то уже сотрудники ПДН уже составляют административные дела в отношении родителей. Так что вот еще проинформировать родителей, чтобы всегда были их дети под присмотром взрослых. Ну и так вот со стороны инспекторов это на выявление нарушений правил эксплуатации маломерного судна, да, сейчас на данный момент работают, да. Также проводим профилактические мероприятия. На данный момент инспекторы Центр ГИМС проводят лекции. Это в учебных заведениях по безопасности людей на водных объектах в осенний период. Вот сейчас в школах проводим, да. В летний период это мы проводили в детских оздоровительных лагерях. Участвовали разные викторины, ну, чтобы детям было интересно, да, и познавательно, чтобы дети немножко это впитывали, да. Вообще в функцию Центра ГИМС входит это в первую очередь это надзор за правильным пользованием поднадзорными судами, маломерными судами, проведение профилактических мероприятий в пределах своей компетенции, да, и предоставление государственных услуг по регистрации маломерного судна, по аттестации и по освидетельствованию маломерного судна. Вот на данный момент сейчас вот такая у нас работа ведется. А какими главными результатами и выводами можно охарактеризовать прошедший летний сезон? Да, по статистике тоже. У нас получается с начала 2025 года инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия проведено более 3000 патрулирований рейдов. Также составлено около 350 постановлений по делу административного правонарушения. У нас получается 5 судоводителей отстранены от управления маломерным судном, да, и по всей республике у нас более 13 тысяч проведено профилактических бесед
вот, с нашими гражданами, гостями нашей столицы, да. Также по предоставлению государственных услуг по регистрации у нас зарегистрировано в этом году 1600 маломерных судов. Проведено освидетельствование 1200. И по аттестации, по предоставлению государственных услуг по аттестации, там около 1500. Вот с начала вот этого года у нас вот такая тоже работа ведется. Напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 32 00 66 и 32 11 66. Звоните, задавайте свои вопросы. Чтобы наши радиослушатели и телезрители могли ориентироваться в теме, давайте уточним, что такое маломерное судно. Какие суда относятся? Да, маломерное судно – это то судно, которого длина не должна превышать 20 метров, да, и пассажировместимость не более 12 пассажиров. Вот это является маломерным судном. Также регистрации маломерных судов подлежит те суда, у которых мощность двигателя превышает 8 киловатт и масса судна более 200 килограмм. Эти суда подлежат регистрации маломерных судов. И, соответственно, если эти суда подлежат регистрации, то, конечно, надо иметь удостоверение на право управления маломерным судном. А с какими типичными нарушениями правил пользования маломерными судами ваши инспекторы сталкиваются чаще всего? Ну, вообще, как бы нарушения у нас разные, да. Чаще всего это у нас нарушение статья 11.8 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Это нарушение правил плавания, да. Судоводитель не несет бортовой идентификационный номер, да. Судоводитель не прошел техосвидетельствование маломерного судна, да. Также судно не зарегистрировано в установленном порядке, такое вот нарушение. Судоводитель не имеет удостоверения на право управления маломерным судном, ну или передачи управления маломерным судном, не имеющим права управления этим судном. Также у нас получается вот статья 11.9 Кодекса административных правонарушений. Это судоводитель управляет маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Передача управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Вот, статья 11.7 нарушение правил плавания, нарушение маневрирования маломерным судном. Вот такая вот статья 11.10 это нарушение правил обеспечения безопасности перевозки пассажиров в пути исследования, двигаются без индивидуальных спасательных средств. Вот такое тоже нарушение. Ну, вообще, вот получается у нас судоводитель несет ответственность за перевозку пассажиров в пути исследования. Да? И вот я знаю, вот в какой-то лодке не более сколько-то человек должен быть. Да, это по пассажировместимости, конечно, это надо тоже соблюдать. Пассажировместимость тоже в первую очередь, да, конечно. А какое самое строгое наказание? Штраф или какая-нибудь другая мера применяется при нарушениях? У нас вот самый большой штраф получается статья 11.8 нарушение правил эксплуатации маломерного судна. Судно не зарегистрировано в установленном порядке, да. Там подразумевается административный штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей. И судоводитель не имеет удостоверения на право управления маломерным судном или передачи управления маломерного судна, не имеющим права управления этим судном. Там подразумевается административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей. И, кстати, вот в обоих случаях у нас судоводитель отстраняется от управления маломерным судном.
суд на штрафстоянку? Да, такой. судно передается на специализированную стоянку, да, конечно. Мгм. И до какой даты обычно официально разрешена навигация для маломерных судов в нашем регионе? Я знаю, вот по району подразделяется, да? Да, у нас ориентировочные сроки, вот это получается первая половина октября, но сроки закрытия навигации у нас определяет Министерство транспорта Республики Саха-Якутия, где создается приказ и уже конкретные сроки закрытия навигации, в частности по районам. Это у нас от северных районов до южных районов, где прописывается конкретная дата закрытия навигации по районам, да. Ну и вот сейчас вот хотелось бы обратиться к нашим судоводителям, да, ни в коем случае не выходить в закрытые сроки навигации, да. Это вот опять же у нас статья 11.8 нарушение правил плавания, да, управление маломерным судном с нарушением по районам и условиям плавания, управление маломерным судном в закрытые сроки навигации. Вот, там подразумевается административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. И вот во избежание этого штрафа, да, во избежание несчастных случаев, не выходить на судне, закрытые сроки навигации. И у нас сейчас вот с понижением, сейчас даже уже с понижением температуры появляются густые туманы. Получается, если не погода, да, переждать, дождаться благоприятных условий для движения, дальше продолжить свой путь, да, переждали, все, туман развеялся. В правилах плавания судоводитель должен иметь видимость не менее 1 километра. Если допуск есть, то продолжить свой путь. Ну и также у нас сейчас с понижением температуры судно может обледеневать, да, появляется такая вот корка льда прямо на судне. Тоже надо быть аккуратным при погрузке, разгрузке пассажиров, да, чтобы пассажиры тоже не травмировались. Но еще раз, также несет ответственность судоводитель за своих пассажиров, да. Ну и закончить эту навигацию, подготовить свое судно к зимнему отстою, да, заранее поднять свое судно и во время зимнего отстоя провести техобслуживание, да, у нас получается осмотреть судно на наличие повреждений, может какие-то, да, также провести техобслуживание мотора, рулевого устройства. У нас в принципе как бы зимний период позволяет, да, чтобы это все подготовить и готовым быть уже к следующей навигации, да, чтобы уже все готово было. Можете ли вы привести статистику происшествий на воде в этом году и разница там с прошлым годом, да. Ну вот у нас получается с начала 2025 года на территории Республики Саха-Якутия на водных объектах произошло 45 происшествий. Из них 40 происшествий это с гибелью людей. Также, к сожалению, у нас произошло вот в Сунтарском, Тампонском гибель несовершеннолетних. Но по сравнению с прошлым годом, да, у нас около 20% идет на снижение по сравнению с прошлым годом. Если взять вот, в частности черта города Якутска, если у нас в прошлом году было в это время 8 происшествий с гибелью людей, да, то сейчас у нас только 1 происшествие.
Это вот в черте города Якутска. Это у нас район Даркалаха. Молодой человек. Это было несанкционированное место. Молодой человек также проигнорировал выставляющие знаки. Купаться запрещено. Мы всегда информируем округи, глав округов, да, о выставлении знаков. Вот это если зимний период, выход-выезд на лед запрещен. Если это летний период, то купаться запрещено. В данной местности знаки были, присутствовали. Он проигнорировал, вышел на несанкционированное место, это район Даркалаха, и зашел далеко, и вернуться уже заплыл. Вернуться уже обратно к береговой линии, не рассчитав силы, не получилось. Тем самым получилось утопление человека. Вот. Но, как еще раз говорю, то, что у нас в том году только аж 8 случаев было, в этом году как бы один случай вот такой вот у нас. Ну и тем самым хотелось бы отметить черту города Якутска, да, инспекторов, то, что ведется профилактические мероприятия, да, во избежание несчастных случаев, ведется надзор за маломерными судами. Ну, в принципе, вот на данный момент такие вот у нас показатели. Вопрос о лодочных станциях. Сколько официально лодочных станций было организовано и действовало на территории республики в этом сезоне, в том числе в городе Якутске? Так, у нас, получается, по всей республике Саха-Якутия в этом году задекларировано было 6 лодочных станций, да, в черте города это 4 лодочные станции. Вот, одна из самых больших лодочных станций у нас находится на реке Лена, это в районе 202 микрорайона. Вообще, получается, у нас лодочная станция организована согласно приказу МЧС России от 20.07.2020 года за номером 540 об утверждении правил стоянки маломерных судов, да. Вот лодочная станция Лена, на ней базируется около 40 единиц маломерных судов. Также там имеется у нас заправочная станция, где судоводитель может заправить свое судно, да. Имеются информационные стенды. Также осуществляется круглосуточное дежурство. Информирует дежурный по лодочной станции, информирует судоводителей о неблагоприятных условиях погоды, да, если где-то надвигается шторм или ветер сильный, информирует, не выпускают судоводителей, да, до благоприятных условий. Ну, в принципе, все, чтобы для организации лодочной станции все имеется. А сколько в Якутии было официально утвержденных и оборудованных, главное, пляжей? Пляжи у нас вот в этом году задекларировано 7. В черте города Якутска это 2 пляжа. Вот у нас в этом году, наверное, каждый, и житель, когда побывал, посмотрел, что на реке Лена в районе 202 микрорайона обновился городской пляж. Вот, и получается, там имеются также информационные стенды, режим работы, да, у нас имеется, если в частности взять по средствам спасения, имеется спасательный инвентарь, вдоль береговой линии имеются спасательные жилеты, спасательные круги, спасательное судно, спасательные вышки, да, ну и в частности сами спасатели. Ну и хотелось бы отметить наш пляж, то, что да, в этом году никаких происшествий не случилось. Спасибо организаторам за это, как бы.
А сейчас мы переходим на рекламный блок. Дальше продолжим нашу программу. Уважаемые радиослушатели и телезрители, вы слушаете и смотрите в прямом эфире программу «Якутск сегодня». Сегодня в нашей студии старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения Центра государственной инспекции маломерных судов, Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Виталий Александрович Осипов. Телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Расскажите, пожалуйста, пошагово, как регистрировать судно владельцу? Какие действия в первую очередь? Да, получается, у нас имеется официальный сайт МЧС России, где предоставляется вся информация, как зарегистрировать маломерное судно, да? Также портал государственных услуг, где заявитель может подать заявление на регистрацию маломерного судна. Он подает заявление, а также выбирает район, где он будет регистрировать маломерное судно, да? Выбирает время, дату, после чего он также через портал государственных услуг оплачивает госпошлину для предоставления государственной услуги, да? И уже потом прибывает в подразделение Центр ГИМС, где инспектор принимает все необходимые документы, также после этого осматривает маломерное судно, да, сличает все номера, фотографирует данное судно, и там уже приступает к оказанию государственной услуги, регистрирует маломерное судно в реестре маломерных судов. Инспектор зарегистрировал, и уже к вам на госуслуги придет ваш судовой билет в электронной форме, который надо носить с собой. Да, вы также можете распечатать этот судовой билет или иметь в электронном виде. Угу. Еще раз напомним радиослушателям и телезрителям, что такое маломерное судно. С какие килограммов, и насчет мотора тоже тут надо мощность. Маломерное судно — это суда, те, которые не превышают, длина судна не превышает 20 метров, и пассажировместимость не более 12 человек. Это маломерное судно. Но к регистрации подлежит те суда, у которых мощность двигателя составляет выше 8 киловатт, и масса судна более 200 килограмм. И эти суда подлежат регистрации и подлежат в реестре, будут зарегистрированы в реестре маломерных судов. А если у человека судно меньше 200 килограммов, а двигатель больше, чем положено, ну, сколько там, 9-10? В смысле, меньше 8 киловатт или наоборот больше? Больше. Ну, тоже подлежит регистрации. То есть все равно вот маломерное судно меньше 200 килограммов, но двигатель больше 8 киловатт, то подлежит регистрации. А регистрированное маломерное судно, оно должно уже иметь номера? То есть человек сам наносит или как это все делается? Да, получается, при регистрации, когда вам выдается судовой билет, у вас уже в судовом билете прописаны ваш регистрационный идентификационный бортовой номер, и вы уже есть регламент, куда наносить бортовые номера, да, и вы уже наносите бортовые номера на борт судна специально по регламенту. То есть... Ну, когда к нам уже прибывают граждане, мы им объясняем, там, какой формат должен быть. Размер, да, там, да. Какого цвета. Да. Если темное судно, то контрастного цвета обязательно. Если темное судно, светлые номера. Если светлое судно, темные номера.
И вот как у автомобилистов надо иметь документ, который разрешает вождение судна. Как его получить? Но это документ, это у нас удостоверение на право управления маломерным судном, да. Также подаете через портал государственных услуг, подаете заявление, прибываете в подразделение Центр ГИМС в определенное назначенное время, оплачиваете госпошлину также, да, на предоставление государственной услуги. И вам надо сначала пройти медицинские показания. После прохождения и отметки то, что вы годен к управлению маломерным судном, вы, получается, проходите теоретические навыки. Проходите теоретические навыки. У нас около 1500 вопросов. Да, и билет формируется из 30 вопросов. И допускаются только 2 ошибки. Но когда вы подаете заявление на госуслугах, вы выбираете район плавания, внутренние пути, внутренние водные пути, либо морские пути. Это у нас районы. Есть также категории, получается, маломерное судно, гидроцикл, получается, парусное судно, парусомоторное судно и судно особой конструкции. Вот из этих, смотря что вы выбрали, да, формируется билет, и вот там формируются вопросы в билете. После, если вы не сдали, у вас получается 3 попытки, через 7 дней у кандидата имеется, да. Если вы сдали успешно, то инспектор назначает прохождение практических навыков. Прибываете также, вам предоставляют судно для прохождения практических навыков. Это у нас подход от берега, маневрирование маломерным судном, да. Также может и отработка, человек за бортом. И после уже сдачи практических навыков, да, вам уже также в автоматическом режиме на госуслуги придет ваше удостоверение на право управления вашим маломерным судном. То есть практические занятия это вот с настоящим мотором, да. с настоящей лодкой, да. Все это делается. Да, да, конечно, все отрабатывается. Инспекторы проверяют ваши практические навыки, готовы вы управлять маломерным судном. Также могут и постановка на якорь отработать там, да. Вот так. Какие планы на зимний сезон? Сколько ледов переправ планируется открыть в этом году в республике и непосредственно в черте города Якутска? Ну, у нас ежегодно на территории Республики Саха-Якутия декларируется около 50 ледовых переправ. Вообще организация ледовой переправы — это такой у нас трудоемкий процесс, да. Это у нас получается согласно приказ МЧС России за номером 731 об утверждении пользования переправами и наплавными мостами. Вот. В черте города у нас 3 ледовые переправы. Это у нас переправа местного значения по направлению Хатас и Нижний Бестях. Также у нас ледовая переправа федерального значения по направлению Якутск-Нижний Бестях. И переправа тоже вот местного значения по направлению Кангалас и Сотинцы. Это в частности в черте города. Переходя к зимнему сезону, опять-таки, когда вот жители города Якутска могут воспользоваться переправами, от чего зависят сроки? Ну, понятно, от погодных условий. И вот обычно вот
ну, какие-то работы ведутся же для утолщения льда. Да, у нас ориентировочно, вот в черте города, если взять, у нас ориентировочно открывается первая ледовая переправа, это в декабре, ну, тоже в зависимости от погодных условий. Через Хатасы, да, по-моему, да, по направлению Хатаса, Нижний Бестях. И тоже зависит от погодных условий, да. Идет наморожение льда, да, специальными помпами. Дорожные службы работают. Также имеются у нас информационные стенды, да, также дорожные знаки, как данная ледовая переправа, сколько может тоннаж допустимый, да. При въезде на ледовую переправу у нас стоит весовой контроль, где вы можете подъехать, взвесить свой автотранспорт. Если допуск имеется, то продолжить свой путь уже им безопасно. И если вы двигаетесь по официальной открытой ледовой переправе, то с вами ничего, и вы с соблюдением тоннажа, то все будет как бы, и с вами ничего не случится, никакого происшествия, да? Ну и постепенно идет поэтапно наморожение льда, и поэтапно уже поднимается тоннаж данной ледовой переправы, и вот там идет 3, 5, 10, и постепенно уже у нас к январю уже оказывается около 40 тонн. Ну и хотелось бы еще вот обратиться к нашим водителям, да, то, что они тоже пренебрегают все правила, да, передвигаются. Да, обычно это каждый год. Да, передвигаются осуществляют несанкционированный выезд автотехники на лед. Ну, также наши инспекторы работают. У нас имеется совместный план, где мы с сотрудниками ГОЧС, сотрудниками ГИБДД, ГИМС, административная комиссия города Якутска выявляем несанкционированный выезд автотехники на лед. Со стороны центра ГИМС ведется профилактические мероприятия, профилактические беседы в отношении водителей и пассажиров. А со стороны уже административной комиссии ГОЧС составление административного материала. Это у нас получается статья 9 и 10 Кодекса административных правонарушений Республики Саха-Якутия. Там, получается, подразумевается административный штраф на физлицо от 3 до 5 тысяч рублей, на должностное от 10 до 50 тысяч рублей, и на юрлицо уже там штрафы до 1 миллиона. Да, там большие штрафы. Так что также водители воздержаться от поездок, дождаться официального открытия ледовой переправы, да, и двигаться уже по официальным открытым ледовым переправам. Уже холодает, скоро, через какое-то время пойдет шуга, и навигация будет закрываться, естественно. И что вы можете сказать владельцам маломерных судов, ну и гражданам, которые выходят на лед, кстати, вот на рыбалку уходят, когда первый тонкий лед начинает образовываться. Да, я еще раз, вот у нас в первую очередь в группу риска это у нас дети, школьники, да. И дети уходят, да. Это у на нас, озера, на реки. Вот в районе 203-го микрорайона, 202-го микрорайона, да, дети у нас любопытные. И начинают играться по тонкому льду. И также рыбаки-любители тоже в группу риска. Но мы со своей стороны как можем информируем наступление, становления льда. У нас инспектора, можно сказать, ходят вдоль береговой линии, где интенсивно могут выходить наши граждане, да, просто входят вдоль береговой линии, проводят профилактические мероприятия, не допускают выхода людей вот на это. Также выставление знаков, да, информируем в средствах массовой информации, да, везде, что в данное время выходить на лед запрещается.
Ну, это, по идее, вот инспекторов на всех не хватит, на всю республику, на Ну каждый да, водоем. Главное, чтобы конечно, у людей было... мы вот, даже собственно, сейчас вот с вами беседуем и информируем тоже людей, да, недопущение несчастного случая на водных объектах. Вот где-то, может, родители проведут беседы со своими детьми, да, вот уже это, можно сказать, через месяц уже это будет, да, становление льда. да. Вот, тоже вот информируем, и сейчас даже информируем, да. И какие вот насчет летнего сезона вот происшествия с участием маломерных судов с владельцами, какие наиболее распространенные причины несчастных случаев на воде с участием маломерных судов? Ну, это у нас несоблюдение правил плавания маломерным судном, да, нарушение правил маневрирования, нарушение правил эксплуатации маломерного судна, управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Это вот тоже такой часто распространенный да, случай. Ну и это в частности и как судоводитель, и как граждане, которые находятся на водных объектах, тоже касается вот состояния алкогольного опьянения, чтобы находиться. До окончания передачи у нас осталось 1,5 минуты. И что вы скажете нашим радиослушателям, телезрителям? Ну, какие наставления, пожелания? Ну вот, и хотелось бы гражданам, да, нашим соблюдать правила поведения на водных объектах, да, судоводителям не нарушать правила эксплуатации маломерного судна, не нарушать правила плавания, водителям передвигаться только по официальным открытым ледовым переправам, да, ну и, конечно, беречь своих родных и близких. В принципе, вот так. Спасибо. Напоминаю, у нас сегодня в студии был Виталий Александрович Осипов, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения Центра государственной инспекции маломерных судов Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Мы поговорили о безопасности на водных объектах. Режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, редактор Эдуард Рудых. Всего вам доброго, до новых встреч. Спасибо, Эдуард.